Крымский вечер. Приветствую, это «Крымский вечер». Сейчас мы поговорим о том, какие возможности есть для крымских абитуриентов в украинских вузах, какие образовательные проекты и сферы деятельности интересуют крымскую молодежь и о многом-многом другом, поэтому оставайтесь с нами. Я напомню, что радио Крым Реалии вы можете слушать на 648 АМ, это средние волны, а этот эфир для вас проведу я, Катя Некрече, поэтому предлагаю не задерживаться, а приступать непосредственно к теме нашего эфира. Абитуриенты крымские и, собственно, выбор, что же им делать дальше. Мы говорим об этом, несколько раз в году, и на самом деле вот сейчас, осень 2021 года, казалось бы, все, кто хотел, поступили, но есть же еще часть молодежи, которая вот как раз только собирается вступать в следующем году. И вопросы о том, как быть, что делать, кого принимает, кого не принимает Украина в этом смысле из абитуриентов, они возникают на самом деле всегда, к нам поступают звонки и какие-то сообщения с вопросами от родителей, конечно, даже бывает чаще, наверное, чем от абитуриентов, потому что родители хотят понять то, что они слышат, читают в интернете, правда или нет. Иногда появляется информация о том, что вот уже Украина не принимает, собственно, абитуриентов из Крыма, но, тем не менее, это не так, возможностей достаточно много за последние несколько лет, облегченная даже такая есть процедура того, как вступить в украинские вузы. В общем-то, мы сегодня поговорим об этой теме, но вот в контексте организации, которая называется Q-Hub. Это, собственно, такая образовательная платформа крымская, которая как раз консультирует, помогает, просвещает на тему, в том числе образовательную, вот в том смысле, чтобы куда поступить, да. Вы можете найти этих ребят, эту организацию непосредственно, например, в Фейсбуке или в Инстаграме. Ну и, собственно, мы поговорим дальше об этом. Я хотела бы напомнить всем нашим слушателям на 648 АМ, а также нашим зрителям на YouTube-канале Крым Реалии, где вы можете смотреть этот радиоэфир. Пожалуйста, присоединяйтесь к эфиру, комментируйте, задавайте свои вопросы. Можете публично это делать в комментариях, можете звонить к нам, оставлять свои сообщения анонимные, там, скажите, что я не готов назваться, да, но вот у меня такой-то вопрос, есть ли такая информация. А номер телефона у нас бесплатный для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Наша почта редакционная есть на сайте Крым Реалии, ее несложно найти, также можете обращаться, писать к нам, ну, конечно же, соцсети Крым Реалии, а мы есть везде, поэтому можете просто написать свой вопрос или какую-то информацию, собственно, дать. Я сейчас хочу представить нашего первого гостя этого эфира, это Эмиль Ибрагимов, он руководитель Q-Hub. Эмиль, привет. Привет. Мы по скайпу общаемся. Я немного вот скажу информацию о Q-Hub, если что, поправь меня, но это все из ваших соцсетей инфа, поэтому должно быть, наверное, все корректно. Я так понимаю, что вот как раз в ноябре 5 лет вам исполняется, и потому что основаны вы были в 2016 году. Основатели — это крымско-татарская молодежь, там человек 8, по-моему. Также можно на Фейсбуке, например, найти, кто эти люди. Цель вашего проекта — это, я прям зачитаю, ты объяснишь, что это такое. Устойчивое гражданское общество в Украине, которое содействует развитию правового и демократического государства с гарантиями защиты всех прав крымско-татарского народа и граждан Украины, а также обеспечению мультикультурной политики. А теперь расскажи на практике, да, что это все означает, какая вот ваша основная, главная цель, и самое интересное, удалось ли за 5 лет достичь ее? Это больше, наверное, не цель. Спасибо за вопрос. Это, наверное, больше не цель, а визия. И то есть ее невозможно достичь, этой такой глобальной цели прямо сейчас. Но мы к этому стремимся, поэтому и называется визия. То есть идем к этому. И что касается того, что мы часть гражданского общества в Украине, я думаю, что это правда, потому что мы общественная организация, зарегистрированы здесь. Занимаемся социальными проектами для граждан Украины прежде всего. И поэтому, да, мы часть гражданского общества и содействуем его развитию. Да, у нас есть приоритеты, как в любой другой организации. В каждой организации должны быть свои приоритеты. У нас один из приоритетов — это вопросы Крыма, крымской молодежи.
крымских переселенцев и крымско-татарские права крымско-татарского народа, да, коллективные прежде всего. Я сегодня акцентируюсь на образовательной теме, потому что недавно мы проводили эфир в Инстаграме с представителем вашей организации, мы позже в эфире познакомим наших слушателей также с ним, и, собственно, там комментарии были, вопросы, и это все так у меня, знаешь, в один пазл собралось, потому что действительно вот как образование, это же такой тоже широкий смысл, да, этого всего, потому что это можно делать как-то онлайн, можно приехать поступать сюда, можно принимать участие в каких-то там тренингах и прочее, прочее, то есть возможностей сейчас на самом деле в онлайне даже достаточно много. Вот хотелось бы спросить тебя про молодежь. Я видела, что вы, например, часто общаетесь с какими-то там другими инстаграм-каналами, другими лидерами мнений крымско-татарской молодежи, какие-то вопросы тоже там спорные возникают и прочее, вы активны в этом. Вот можешь ли ты про какие-то тренды рассказать, что сейчас интересует молодежь из Крыма, крымско-татарскую молодежь, вот именно тех, которые еще не нашли свою профессию, свое место, да, как они и где они пытаются найти себя, потому что возможностей же тоже у них немало, и в комментариях тоже в интернете это пишут, что вы там со своим Киевом рассказываете, куда можно поступить, вот перед нами здесь Москва, Питер, и, собственно, это тоже такое большое крыло, вроде как, возможностей. Вот. Можешь ли ты своим видением, своей практикой поделиться, все-таки какие есть возможности в этом смысле у крымских абитуриентов, и какие тренды, какими возможностями легче, может быть, воспользоваться? Сложно сказать конкретно про крымскую молодежь, какие у них есть интересы, потому что не было проведено какого-то такого исследования конкретного на эту тему. Но я вот недавно прочитал в статье на журнале, студенческий журнал есть «Доха» российский. Я его читаю, потому что мне важно понимать, чем живет там студенческое сообщество, молодежь, в принципе, российское общество. И там интересная такая тенденция про российскую молодежь и про их какие-то тренды. И так как мы понимаем, что крымская молодежь живет в этом так, как бы, российском дискурсе, то можно сделать выводы, в том числе из этой статьи, да, что у молодежи сейчас там, российская молодежь, да, то есть мы будем говорить там, то есть фактически, да, Крым как бы в юридическом поле России, да, то есть российская молодежь в целом, значит и крымская тоже, не совсем понимает политическое пространство, потому что оно было зачищено, и участвовать там в жизни, политической жизни, это непонятно для российской молодежи. Для крымской еще понятно, наверное, это мой возраст, там 25-26, потому что помнят украинские времена, а до там те, кто помладше, там 17 лет и младше, они вообще не знают, что это такое. А для России в целом Путин там это президент, который уже очень долго, с 99-го года. Поэтому они не особо активны в этом плане. Ну, их интересуют, тем не менее, тренды, которые понятны и всему миру тоже. И как бы благодаря тому, что у нас есть интернет, и общие, как бы, какие-то тренды доходят медленнее, какие-то там, ну, в основном там, мы ориентируемся, наверное, на Европу, да, и на США, на западный рынок, то какие-то тренды, они очень похожи с нашими. Там экоактивизм, да, если говорить про каких-то пассионариев среди молодежи. Если из интернет-мира, там, TikTok, особенно дети, уже подростки, да, Инстаграм, то есть это то, что, если в общем такими мазками, более конкретно вопрос задать, может, я более конкретно отвечу. Ну, тут важно понимать, да, там соцопросов каких-то нет, исследований нет, потому что их провести невозможно, да, чтобы вот все могли поверить этим опросам, фактам социологических служб. Но интересно вот как раз ваш опыт, потому что вы за 5 лет явно столкнулись с разными историями. Я так отмечу, что Q-Hub, вы создаете культурные и социальные инициативы, образовательные тренинги, мастер-классы, и у вас
резидентами вот именно проектно-образовательной платформы QHub это 18 человек приблизительно, да, и вот вы занимаетесь разными такими активностями. Если также еще вот как-то рассказать, в общем, что вы делаете, главное, какой, как это грубо прозвучит, какой толк в этом для крымской молодежи, вот конкретно как можно поучаствовать, потому что вы же находитесь в Киеве, да, а вот какой-то молодой парень или молодая девушка сейчас слушает нас, сидят в Крыму, они в Крыму, вот как они могут сконнектиться с вами? Прежде всего для нас это налаживание и сохранение коммуникации с Крымом, да? То, про что многие организации, которые называют себя крымскими, забывают делать. Это коммуницировать постоянно с Крымом, причем и важен и физический контакт, и онлайн-контакт, и все остальное. Мы конкретно, например, вы знаете, уже общались с Муслимом, знаете про проект Unitour, да, то есть это конкретно медиапродукт про возможности на материке. И этот медиапродукт мы стараемся показать и найти, то есть, свою аудиторию для того, чтобы они это посмотрели, конкретно для Крыма. До этого проекта, это, наверное, самый большой проект сейчас, если да, скажу, не ошибусь, там, за 5 лет. До этого это было больше какая-то такая... Очень часто это была волонтерская история. И это очень важно, что у нас организация построена на волонтерской истории в целом. Много культурных проектов, много там что-то касается там отдельно вот, ручной помощи, вот прямо здесь и сейчас, юридических каких-то консультаций, сопровождений, потому что много молодежи из Крыма выезжало сюда, и много кому мы помогали в этом вопросе. Не обязательно это значит, что мы об этом постоянно говорим, но за нас сами говорят и благодарят там, и там уже через сарафанное радио говорят, что вот ребята из QHub помогли, что не менее важно. То есть много и проектов спортивного направления, много проектов, то тоже и медийных было интересно. Ну, есть много ребят с разным профилем, с разными интересами, которые работают в этом, профессионалов в разных сферах, и они реализуют себя с помощью этой организации, поэтому это объединение такое нас, обычных крымских ребят, здесь в Киеве, и если спросить именно конкретно про то здесь мы помогаем ребятам, отсюда мы можем предложить им много интересных возможностей и стажировок, и каких-то тренингов на материке, и за пределами Украины, и какие-то онлайн-курсы, и любая консультация от поступления в университеты до каких-то там, развития профессиональных компетенций, навыков. Угу. Эмиль, я напомню, что мы общаемся с Эмилем Ибрагимовым, руководителем QHub. Общаемся мы по скайпу, поэтому зрители в интернете могут на YouTube-канале Крым Реалии это все не только послушать, но и увидеть, также прокомментировать, что немаловажно. А наши слушатели могут всегда позвонить, оставить свой вопрос или комментарий по номеру 8 810 06 926. Эмиль, а с какими запросами, такими вопросами, комментариями обращаются к вам непосредственно на вашей страничке в соцсетях или, может быть, лично? Там к тебе, к участникам другим QHub, поступают ли какие-то, ну, как-то в общем, да, не прошу, конечно, раскрывать там имена и прочее, но, может быть, какие-то тоже интересные запросы, вопросы существуют? Да, зависит от потребностей, то есть задают часто вопросы про поступление, про то, как это сделать, можно ли поступить там, в медицинские вузы, например, потому что не так давно, так как это было актуально, вопрос с медицинским вузом, там Муслим тоже говорил в вашем эфире, там Альтина Потапова, Гульсана Мамедиева, они раскручивали этот вопрос, чтобы проталкивали для того, чтобы больше крымских ребят могли поступить в медицинские вузы. Да? По этому поводу много задавали вопросов, личные сообщения наши. По поводу в целом поступления, по поводу как готовиться, какие экзамены, по поводу оформления документов, насколько это сложно, где это лучше сделать. Не так давно были вопросы касательно вакцинации.
про вакцинацию спрашивали, как это можно сделать, там, уточняли название вакцины. Вот конкретно эта вакцина там нужна в Херсоне, как это можно организовать. Мы тоже это выясняли. И потом мы говорили или перенаправляли, если мы не знаем, перенаправили в другие организации, у которых есть горячая линия, или через Viber можно связаться. Мгм. Я смотрю, что вот, например, в Инстаграме у вас на странице вы знакомите с участниками Q-Hub, с теми, кто работает непосредственно в разных проектах ваших, то есть прям конкретно лица, фамилии, имена людей, чем они занимаются, это все описываете. Нет ли, где вы находите этих людей по интересам, да, и как можно попасть в вашу команду, обязательно для этого там быть, какой возраст это, знаешь, какие требования, в принципе, или умения нужны. Собственно, ты можешь рассказать, как собиралась вот эта ваша команда, да, и есть ли такие примеры, когда вот просто, не знаю, в интернете написали вам, хочу что-то для вас сделать, вместе с вами сделать, и получилась такая вот коллаба. Да, есть такие примеры, что писали в интернете, хотим прийти познакомиться. Были такие примеры, что мне очень нравится крымско-татарская культура, Крым там, а можно мы украинцы, но не крымские татары. Я говорю, нет, конечно, нет никакой разницы, кто вы по национальности, нет никакого там национального вопроса. Прежде всего, есть приоритетные вопросы, вопросы крымской молодежи, можете приходить. Были как бы интересные моменты, что там знакомились прямо на мероприятии каком-то, да, там прямо на Майдане Незалежности, там, во время перформанса к нам подходили ребята. Потом они долго с нами были долгое время волонтерами. Что еще? То есть, как бы все. Скажи, Эмиль, а есть ли у вас конкуренты непосредственно на территории Крыма, да, люди, которые могут там прям работать и как-то вот организовывать все это дело? Этот вопрос. Потому что, слушай, конкуренты есть вроде как у любого дела, да, с другой стороны, опять же, это просто, знаешь, упрек, например, который слышим мы постоянно, что вы находитесь не в Крыму, а в Киеве, Да. как вы можете знать, что вообще нам надо? Мы же здесь живем, а вы живете там, да? Хотя сказать сразу комплимент тут же нам скажу, что очень часто, когда особенно у людей какие-то критические моменты, не знаю, там прорвало трубу, ЖЭК не реагирует, нам люди звонят, срочно приедьте, там, типа, зафиксируйте, снимите, что происходит, или какие-то там местные адвокаты могут сказать, мы хотим приехать к вам в студию, рассказать об этом, о том, что у нас происходит. То есть все равно есть часть людей, которые на самом деле слушают нас и не понимают, где мы находимся. Это значит, что мы, в принципе, как-то получается у нас присутствовать благодаря тому, что мы привлекаем к нашим эфирам в том числе мнение людей непосредственно, которые живут в Крыму, да, и вот как-то пытаемся сами информационно, да, как-то посвятить себя в эту во всю реальность, да, проникнуться этой реальностью. Вот. А у вас как? Потому что все равно, например, в Крыму есть блогеры, несколько тысяч у кого-то подписчиков, кто-то там типа travel-блогер, кто-то больше говорит о политике, кто-то больше говорит о национальной идентичности, о том, как вот крымско-татарскому народу надо действовать в той или иной ситуации. То есть это информационная, эта вся история, да, в соцсетях она все равно присутствует. И по сути вы же тоже как боретесь за лидера мнений, да, у вас есть своя аудитория, вы также хотите, как-то, уже на украинском, впливати, как-то, да, вот, собственно, на эту часть. Вот поэтому в некоторой степени я понимаю, что прямого, может быть, конкурента нет, да, но какие-то вот лидеры мнений, они могут быть. Можешь ли ты назвать, может быть, не имена, да, а какие-то, в общем, у них тренды, или в чем претензии к вам могут возникать? Не знаю, вот вы задавали вопрос по поводу того, что мы говорим показываем наших людей, наших волонтеров, с кем мы работаем, и показываем их имена. Почему? Потому что мы гордимся тем, что у нас есть организация, в которой много людей. И это нет привязки к одному человеку, нет какого-то вождя, который там за собой ведет. Мы считаем, наша команда считает, что это уже прошлый век, и что сейчас меняют что-то организации и группа людей, команды, да, несколько команд, большие команды, профессиональные команды, которые сработались между собой. И да, я сейчас часто вспоминаю, что важно, чтобы была команда звезда, да, не команда звезд.
То есть, так говорил Лобановский, да, тренер «Динамо». И поэтому в этом плане, если конкуренты, наверное, это не совсем корректно сказать, потому что это все-таки социальная сфера, это не бизнес. Есть, наверное, конкуренция за влияние, если так грубо говорить, в плане продвижения идеологии, потому что наши идеи, они очень часто не совпадают с идеями, которые предлагают некоторые ребята в Крыму, некоторые, далеко не все. Мы говорим про развитие постоянное, мы говорим про то, что Крым — это маленький полуостров, и да, это родина крымских татар, и да, нужно что-то делать для него, но прежде всего нужно выехать и развиваться, и вернуться, и даем на этот аргумент много примеров из истории нашего народа, сколько лидеров было у нас от Исмаила Гасминского до Намана, Челебиджхана и так далее, которые учились везде, где можно, по всему миру, и возвращались, сделали намного больше, чем те, кто постоянно были в Крыму. Есть такой вопрос. Есть некоторые моменты, в чем, конечно, мы не согласны в некотором плане. Но прежде всего это то, что вот этот вождизм, да, наверное, опять повторюсь, вот эта потребность на популизм, она в Крыму есть, потому что существует вакуум в вопросах вакуум в нерешенных вопросах для крымской молодежи, в том числе для крымских татар. И этот вакуум заполняется популистами. Поэтому мы говорим о критическом мышлении, о постоянном развитии, да, говорим о том, что вождизм неуместен, а важно создавать команды, делиться своим мнением, выслушивать мнение другого, дебатировать. Да. Эмиль, а скажи, вот, собственно, почему, опять же, для тех слушателей, которые не совсем, может быть, понимают, почему вы не находитесь там, в Симферополе, например, да, в Бахчисарае, почему вы находитесь в Киеве, и есть ли какая-то разница во взглядах, может быть, с теми лидерами мнений небольшими, которые вот есть непосредственно там в интернете, да, в соцсетях, в тех же, вот почему те могут быть в Крыму и говорить то, что они говорят, а вы, например, не можете это делать? Почему мы не можем говорить что-то в соцсетях? Нет, да, почему вы находитесь не в Крыму? Почему ваша деятельность и акции, они в Киеве там проходят, да? И про поступление именно в украинские вузы вы говорите, а не в российские? Все очень просто. Мы сами живем в Киеве, и мы сами переехали из Крыма, да, многие из нас. У нас очень много волонтеров, которые здесь отучились, получили какие-то знания, опыт, они вернулись в Крым, и они сейчас очень полезны там, в разных абсолютно сферах, там, да, кроме государственной службы, естественно. Но, то есть, почему не в Крыму? Многие из нас ездят в Крым, там, наша родина, туда ездим, семьи и так далее. Призываем конкретно к обучению в материковой части очень просто, потому что университеты и возможности на материке украинском, да, они дают намного больше, чем дают, в крымские вузы, в частности, вообще ничего не дают, ни диплома нормального, ни возможностей, да, все закрыто, изолировано. Российские дают больше, чем крымские, но меньше, чем украинские, да. Там тоже после политики 2014 года многие прервали связи с российскими вузами. И таких там программ, как Erasmus+, например, в российских вузах, насколько я знаю, нет. В этом большое преимущество, в уровне академической мобильности. Это очень важно. Супер, спасибо тебе большое. Я уж на «ты», и ты так на «вы», но, в общем-то, в соцсетях-то мы знакомы, поэтому прости за то, что я сразу на «ты», и сразу нашим слушателям тоже поясню, почему я так себя повела. Может быть, для кого-то показалось невоспитанно. Спасибо огромное, и интересно было услышать, да, такие вот какие-то действительно и визию вашу, и вот как бы смысл, с которым вы работаете, почему поступаете так или иначе, и на самом деле действительно крутая идея, что можно получать опыт образования там,
там, где больше возможностей для этого, там где-то может быть качественнее, да, в некотором смысле. Чем больше мы видим, чем больше путешествуем, конечно, тем больше мы развиваемся, можем возвращаться домой и делать там все лучше и лучше, да, мир вокруг нас создавать и улучшать. Спасибо огромное. Эмиль Ибрагимов, руководитель Q-Hub. До встречи в соцсетях. Я напомню нашим зрителям, что мы говорим и об образовании для крымчан, для крымской молодежи. В то же время мы говорим много сегодня о Q-Hub. Это крымская образовательная платформа, которая вот в ноябре 2021 года исполняется 5 лет ее деятельности. И это интересно, потому что это инициатива молодых ребят, которые 5 лет тому назад, а может быть даже еще раньше, они собрались и вот думали, как реализовать, что им сделать, как реализовать их идеи. И, собственно, на протяжении этих 5 лет у них это получается. И, кстати говоря, несмотря на ковид, на карантин, в том числе получается, да, а эта история с коронавирусом, она многие проекты поставила на паузу или вообще ликвидировала своим появлением, так что это интересный пример, как можно взаимодействовать со своей аудиторией онлайн, что сейчас очень актуально. Мы продолжаем наш эфир уже через несколько секунд. Вы услышите и познакомитесь со следующим гостем этой программы. Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ. На волнах радио Крым Реалии, Крымский вечер, у микрофона Катя Некречия, 8 800 10 06 926, номер телефона для звонков из Крыма, для бесплатных звонков из Крыма, что очень важно. Вы можете оставлять свои аудиосообщения и рассказать о своей проблеме или оставить свой комментарий, реагируя на ту тему, которая звучит в нашем эфире. А в Ютубе Крым Реалии под видеотрансляцией этого эфира вы можете оставить комментарий и, собственно, задать свои вопросы, подбросить нам тему для будущих эфиров, и прокомментировать конкретно ту тему, которую мы сейчас обсуждаем. Мы говорим о возможностях для крымской молодежи, об образовательных возможностях, и говорим о крымской образовательной платформе, которая называется Q-Hub. В нашем эфире предыдущий гость Эмиль Ибрагимов уже вспомнил о Юнитур, о таком видеоблоге в том числе, о возможностях конкретно, где можно увидеть, куда, как поступать, как выглядит тот или иной вуз. И сейчас мы поговорим с менеджером этого проекта Муслимом Умеровым, который с нами также на связи по скайпу. Муслим, салям алейкум, привет. Так, мы не слышим тебя почему-то сейчас. Алейкум салам. Привет. Да, привет, услышали. Рада тебя также видеть. Также нашей аудитории бдительной, которая может делать мне замечание, что я тыкаю, а не выкаю в эфирах, но мы уже давно знакомы, и, собственно, не просто знакомы, а также там проводили какие-то и совместные эфиры, марафоны и прочее. И, безусловно, я слежу за деятельностью ребят в соцсетях, и поэтому не являюсь участником, но являюсь таким наблюдателем пристальным. С Муслимом мы проводили эфир в Инстаграме Крым Реалии. Кстати, можете тоже подписаться. Там вы увидите и аккаунты Q-Hub, и Крым Реалии, и можете также написать свои какие-то вопросы. И в этом эфире в Инстаграме возникла идея, что вот надо нам пообщаться, собственно, и для слушателей радио Крым Реалии, потому что есть о чем поговорить. Муслим, ну расскажи о Юнитур, об этом проекте. Я так понимаю, что вот такая максимальная деятельность всего как раз можно найти в Ютубе. Вот этот вот блог о возможностях поступления для крымских абитуриентов, и там это многосерийная такая история. Безусловно, понятно, что невозможно, наверное, отснять за такой промежуток времени и показать все украинские вузы, но, тем не менее, некоторые из них вы показали. Вот расскажи детальнее об этом проекте. Кстати, такая ремарка у нас, когда смотрели некоторые из выпусков Юнитур, те, кто переселенцы с Донецкой, Луганской областей, спрашивали, почему мы не делали, например, обзоры на университеты, как минимум в Мариуполе, потому что это такая близкая для жителей этих регионов местность, в которой там живет много родственников, тех, кто жил, там, проживал в Донецкой и Луганской области. Да, нам очень хотелось на самом деле
захватить максимальное количество лучших университетов Украины. Их очень много. Там каждый регион, каждая область по-своему интересная может быть для абитуриентов как с Крыма, так и с Донецкой и Луганской области, потому что свой культурный пласт, свое какое-то измерение другое. Это проект про каждого из нас, наверное, и тех, кто уже прошел свое обучение в университетах, и тех, кто думает о том, что вот необходимо все-таки в 11 классе, либо там, не знаю, учась в вузах крымских или вузах Донецка, Луганска, поменять свой вектор на вузы украинские. Это такие обзоры 13 университетов, скажу даже с бонусом, это обзоры 14 университетов. Мы не думали о том, что уже вышла одна из серий, серия про Киевский национальный экономический университет. Мы, говорю, но правильно сказать, наш главный герой, Гирей, который ходил и узнавал, как выглядит КНЕО, решил узнать о Киевской школе экономики. Оказалось, что Киевская школа экономики — это тоже еще один вуз, который можно было бы рассматривать как такой, в который можно было бы поступить. У нас выйдет следующая серия, надеемся, на следующей неделе. И вот как раз совсем недавно, именно в этом году, там тоже появилась возможность учиться с первой ступени, да, университетской, то есть получить и бакалавриат тоже. До этого была возможность только получения магистратуры. В общем, блог о том, как Гирей, реальный абитуриент, реальный выпускник школы Симферопольской, выезжает за территорию Крымского полуострова и полностью соприкасается с вот этой материковой жизнью от прохождения админ-линии, от вопросов получения там паспорта в случае, если человек ни разу не получал, да, еще паспорта. Мы понимаем, что таких теперь в Крыму большое количество, которые ни разу не покидали полуостров и ни разу не получали украинские паспорта. Гирей рассказывает об этом, как это можно сделать на собственном примере. И он для себя выбрал 13 профессий абсолютно разных. И вот сам для себя думает, какую именно профессию, специальность для себя взять. И поэтому он как общается с преподавателями, с ректорами, деканами, с представителями профессий, которые в своей области чего-то добились, и смотрит на социальные активности в тех городах, которые существуют. Мы постарались подобрать самые активные области социальной активности, если можно так сказать, самых ярких представителей, которые реально меняют местность, потому что, помимо университета мы понимаем, что как бы жизнь, она же не такая картонная, что ты проснулся, если ты студент, ты идешь на пары, вечером возвращаешься, готовишь их, и потом вот так все циклично, возвращаешься домой, и все. Мы понимаем, что каким-то образом человек должен себя там занять, кто-то в творчестве, кто-то там в волонтерстве. Это как раз такой возраст, как раз когда не хватает только, наверное, учебы, и больше хочется действительно каких-то активностей, это правда. Да, и вот, например, для меня было бы интересно, если бы я, к примеру, поехал учиться в Одессу, я бы пошел. Это не реклама для той студии волонтерской, которая там создала школу музыкальную, называется OSM, если я не ошибаюсь, Одесса School of Music. Гирей, например, наш главный герой, впервые освоил азы диджеинга. Тоже интересно, что-то такое новое, как мне кажется, и что могло бы привлечь. То есть я сам из города Евпатория, у нас такой был хип-хоп город, были очень развитые там разные брейк-школы. Например, в Симферополе такого не было. И
когда я начинал учиться в Симферополе, как бы хотелось какой-то такой жизни, но этого не доставало. Но мы стараемся показать, что разные города наполнены абсолютно разным социальным, культурным пакетом, которым можно реализовать себя и показать как себя этому миру, так и что-то дать новое. Вот как-то так. Я уже тебе говорила во время нашего инстаграм-эфира, и сейчас повторю это в эфире радио Крым Реалии, что, конечно, у меня, как у телевизионщицы в том числе, которая последние годы на радио, вот, в общем-то, закрепилась, очень приятное ощущение от самого формата этих видео, этого блога, потому что классная картинка, то есть все очень профессионально сделано, идея поместить героя в ту ситуацию, когда вот надо выбирать, да, потому что он задает эти вопросы, это как будто зритель или зрительница тоже вот задают эти вопросы, а что я здесь буду делать, а как я в этом вузе смогу реализоваться и прочее, то есть все сделано, как по мне, очень круто, и на самом деле тут такой еще тоже важный момент, как достичь этой аудитории, потому что я уж не знаю, сколько тебе лет, но мне в мои 34, когда я говорю, я уже говорю, точнее, а вот молодежь, а вон пошла молодежь, да, и прочее, то есть мне, например, сложно, наверное, уже будет делать контент для молодежи, которая сейчас мыслит вот этими тиктоками, которые в каких-то соцсетях, в которых я там, если есть, то мне это сложно дается, в общем-то, там находиться. Поэтому тут как раз вам надо же говорить на языке этих абитуриентов, а даже ты уже там человек, который получил образование не одно, по-моему, уже там есть профессия, повидал в жизни многое, то есть ты тоже, наверное, не совсем можешь, не всегда понять те запросы и что вообще сейчас надо этой молодежи, этим молодым людям там в 15-16 лет, когда они там в 17, когда они поступают. Как найти общий язык, как подать эту информацию в правильной обертке, чтобы действительно эти парни и девушки захотели посмотреть, что вы там им показываете и рассказываете? Это правда. Мы с тобой в этом плане коллеги. Долгое время думали, и я лично думал, что через телевизионный формат, вообще через телевизор можно передать хотя бы моему поколению, моему возрасту информацию вот про Крым, про материковую часть Украины, про возможности и так далее и тому подобное, через телевизор, через радио. Но на самом деле это факт, что это не заходит, и даже если ты работаешь на крымском телевидении в Крыму, это не работает, это факт. Как работать с поколением, которое младше, там уже градация в 2 года идет, и уже контент абсолютно меняется. Мы старались сделать максимально динамично. Вот то, что ты говоришь о ТикТоке, любители такого максимально короткого, ненапряженного формата, это факт, да, что поколение зумеров не любит то, что напрягает голову, но все-таки, если говорить об одном из самых таких форматов ютубных, которые на самом деле заходят как в Украине, так и в первую очередь в России, так и в Украине, и в Крыму подавно, да, если говорить о Дуде, это на самом деле длинные интервью, и важный момент в этом — это та суть, которую подает главный герой этого формата, то есть, да, если говорить об этом, то про Юрия Дудя. Мы как бы, разговаривая с Гиреем перед съемками, говорили о том, что играть на камеру не стоит, потому что наше поколение точно читает фальшь, и вот это все неестественное, а те, кто младше, видя фальшь как свое отражение, будет максимально отдаляться, и поэтому старались как минимум с ним говорить о том, что вот те вопросы, которые тебе интересны, задавай, оценивай так, как не по сценарию написано, а так, как тебе хочется. И мне кажется, в этом плане вот
постарались быть доступными и говорить на этом языке, ну, потому что я думаю, что это один из самых важных вопросов. Но реальная проблема, что украинского контента, YouTube-контента очень мало, и он супер проигрывает российскому контенту, поэтому надо, конечно, для того, чтобы говорить как минимум с крымчанами на их языке, надо понимать, что они любят, что смотрят, зачем следят, потому что они находятся абсолютно в другом культурном пласте, абсолютно за другими людьми следят, и не так много лидеров мнения украинских являются для крымчан лидерами мнения спустя 7 лет. Это факт абсолютно. Да, ну, количество людей и рынок, соответственно, тоже разный, и количество денег, которые вливают в том числе провладные структуры в российском Ютубе, оно тоже абсолютно колоссальное, поэтому всему действительно есть свои причины, но тем не менее есть, как говорят, есть запрос, да, то будет и контент. Я вот смотрю комментарии под нашим эфиром с тобой в Инстаграме, и там был такой комментарий от Ёжика 0912, вот. А что там делать в этих вузах Украины? Рядом Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Краснодар и других городов полно, где можно получить качественное образование. Вот ехали бы мои дети на Украину бы, мол, потом переживать за них, и какое образование они могут дать. Одна только фобия России у них сейчас на уме. В общем-то, такой комментарий, на который тоже есть несколько разных комментариев, там в том числе людей, которые не принимают такую позицию, но все-таки как можешь ответить ты на такой вопрос, да, потому что вы рассказываете о поступлении в украинские вузы, что это сделать возможно, достаточно там как-то просто, про Альменду ты вспомнил, то есть, в принципе, сейчас очень много информации об этом, действительно, а в то же время, действительно, ну вот, да, там кто-то скажет, ну, Киев, а Москва, вон, Санкт-Петербург, да даже Краснодар ближе, кому-то покажется, ну, мост. Ближе, возможно, комфортнее перебраться. Одна валюта, эти все коронавирусные ситуации легче преодолеть, когда ты находишься в Крыму там, и своему ребенку в Москву или в Санкт-Петербург едешь. Да, это факт. Надо с этим смириться и как бы разбивать в клочья этот реальный аргумент не стоит. Но мы говорим о том, какие есть другие возможности. Мне не скажу, с какого вуза преподавателя мне, российского вуза преподавателя мне посчастливилось пообщаться, но скажу тот тезис, который произнес он, и для меня кажется, что это ключевой тезис. Сейчас российские вузы максимально капсулируются, и это не про крымские вузы идет речь, а в общем, да, российские вузы, они капсулируются от всех изменений, которые происходят в мире, в научном мире. И то, что сейчас это такая тенденция, и она дальше и дальше будет продолжаться, тенденция, в которой преподаватели за свои какие-то убеждения, возможно, оппозиционные, сильные преподаватели будут уходить из сильных университетов и будут оставаться только лояльные преподаватели. Это то, от чего пострадает абитуриент, который выбрал именитый российский вуз. Чего не происходит в украинских вузах, это закрытие от новых каких-то тенденций в мире науки, от академической мобильности, от возможности получить точечное какое-то свое профильное направление в подобном вузе заграничном, приехать, сравнить эти знания с украинскими, дать что-то новое себе, там, рассказать кому-то, ну, это уже там личный выбор, да. Но факт в том, что даже сильнейшие российские вузы в дальнейшем, там, в 5-10 годах будут терять от того занавеса, да, железного, который сейчас строится. Поэтому свобода выбора, которая есть в Украине, она просто побеждает.
Это интересный тоже тезис, момент такой, слушай, ну это я прочитала, знаешь, публичный комментарий, а я еще понимаю, что вот даже по своей там жизни в соцсетях я понимаю, что намного конкретнее могут быть, острее иногда комментарии или какие-то вот какое-то общение, которое происходит лично. И я подозреваю, конечно же, что у вас такая же ситуация с Крымом, как и там у соцсетей Крым Реалии, что люди напишут в личку, да, даже на официальную страничку, зададут какие-то вопросы или что-то расскажут, чем сделают это публично. Поэтому, не называя каких-то имен и конкретных, может быть, там, случаев, да, чтобы никого, ну, там, ни о ком не рассказать лишней информации, но можешь ли ты поделиться какими-то проблемами, вопросами, сомнениями, которые возникают у вашей аудитории, с чем к вам могут обращаться в этом смысле, да, и какие, может быть, ну, или страхи, или в чем неуверенность в том смысле, чтобы получить образование именно на территории материковой Украины? Если говорить о крымских татарах, одним из самых, там несколько есть больших страхов, почему родители не хотят отпускать своих детей учиться на материковую часть Украины. Первый страх — это страх потерять свою идентичность, этот страх усиливается в связи с тем, что происходит в Крыму. Ну, не могу сказать, что это не важный страх, но по примеру команды Q-Hub, которая состоит абсолютно из крымчан там, разных регионов, можно срез провести. Когда ты находишься за границами вот самого комфортного этнического существования, такой страх усиливается желанием себя как бы дополнить и восполнить утраченные какие-то связи с корнями, поэтому вот этот страх должен уйти. Я могу сказать, что вообще подобные вещи обсуждались в одном из крымских телеграм-каналов крымско-татарских медиа, которые находятся в Крыму непосредственно, обсуждая наш проект. И вот один из страхов я назвал. Второй страх — это страх того, что люди, получившие украинское образование, приехав в Крым, не смогут найти себя, не смогут никуда устроиться. При том, что задавая вопрос, а есть ли подобные примеры того, что люди приезжают и не могут себя найти, примеров никто назвать не может, и я понимаю, что это такая реальная пропаганда, которая работает на страх, да, людей, которые проживают там. И могу сказать, что даже те, кто получают сейчас образование в Крыму или получают образование за пределами Крыма, выбирая российские вузы, если есть страх того, что будет там человек, то есть этот человек не получит возможность занять какое-то место там на какой-то работе и будет заменен кем-то другим. Могу сказать, что те, кто даже получают крымское образование и российское, они могут быть заменены условными российскими материковыми, потому что это глобальная тенденция в Крыму. На тех случаях, когда наши волонтеры Q-Hub ехали в Крым, не знаю примеров, когда кто-то не получил возможность работать. Поэтому вот один из этих страхов, я думаю, тоже он может быть разрушен. Понятное дело, что те, кто выбирают какое-то правовое образование, там, юридическое, конечно, есть сложности потом осваивать, например, то же самое, только в российских реалиях. Но это уже выбор профессии, скорее, чем
отторжения в Крыму по выбору образования. Спасибо огромное за то, что нашел время, включился к нам в радиоэфир, рассказал даже такие подробности и развеял некоторые страхи. Действительно, страхи могут быть у нас разными, но нужно искать, наверное, подтверждение. Муслим Умеров, менеджер проекта Юнитур, в нашем эфире. Мы говорили сегодня о Q-Hub, крымской образовательной платформе, о возможностях для крымской молодежи, для крымских абитуриентов. Вы можете поделиться всегда своими комментариями, мнением, вопросами, позвонив нам по номеру 8 810 06 926. Это абсолютно бесплатно, и оставив нам сообщение на автоответчик. Пишите также в комментариях. Крым Реалии есть во всех соцсетях, в Ютубе в том числе. С вами была я, Катя Некречья. До встречи.